Арстан Баба — это учитель великого поэта, наставник Ходжа Ахмета Ясауи. По легенде, он должен был передать миссию нашего пророка Мухаммеда, передав 10-летнему мальчику косточку отменника. А Ходжа Ахмет Ясауи должен был распространять религию ислама. Так, обратите внимание на мавзолей великого учителя, наставника. Дом огорожен дувалом. Дувал — это стена. Сейчас мы зайдем в дом и посмотрим комнату. Здесь располагался очаг и так далее. Вот здесь располагался очаг и место отдыха. Из глины. Дом был перемешан с соломой. С глины называется Батыра. Именно здесь в 1219 году Кингисхан со своими войсками напал на город. Полтавцы оборонялись 6 месяцев. После реставрации. Этого деревянного ничего нет. Их уже поставили После наше- реставрации. наше время. Так. Стены Шахристана, да? Вот там мы видим стены Шахристана. Вот там мы видим. Сейчас перед нами колодец для источных вод. Когда дождевая вода уходила с керамических труб, которые были вкопаны в землю, и она стекала за город. Это самый большой мавзолей Средней Азии. Его в 1396 году приказал построить эмир Тимур, дабы увеличить авторитет перед мусульманским народом. В нем 36 комнат, в длину он 65 метров, а ширину 40. В нем похоронены такие великие люди казахского народа, как Казыбек Би Средняя Мажуза, потом Огибай Батыр, Абулай хан, Жангир хан, Таукиль хан и Есим хан. Таукихан, да? Таукихан. Да. В Средней Азии он не имеет своих аналогов, да? Величественный мавзолей. И еще посередине мавзолея находится какой котел священный? Священный котел. Существует легенда, что его можно нагреть одной свечкой.
Алтай-Казан. Говорят, есть легенда, что он исполняет желания. И говорят, что в Средневековье, когда готовили еду, раздавали ее бедным. Мавзолей Ходжа Ахмета Ясауи. По-другому его еще называют Хазрет Султан. Ходжа Ахмет Ясауи был распространителем исламской религии суфистского направления в Средней Азии.